Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске расскажу о древних якутских гаданиях Танха, которые сейчас не практикуются, так как считаются опасными для жизни. Также вы увидите, как работают водители дальних поездок на крайнем севере. Ведь в наших условиях не выдерживает даже техника. Начнем. У нас в республике начались обещанные крепкие морозы. К примеру, в Оленёкском районе Якутии зафиксировали минус 60 градусов мороза. Это впервые за почти 30 лет. Также и на большей части Якутии сохраняется аномальная холодная погода. Утром в 26 населенных пунктах метеонаблюдения синоптики зафиксировали температуру воздуха минус 45 градусов и даже ниже. Ледяная масса воздуха в этот раз сместилась в Жиганский район, где в районе Бестяхском зверофермы морозы усилились до минус 56 градусов. Наиболее низкие температуры также зафиксированы в Устнере минус 55 и в Аймяконе минус 54 градуса. Важное событие для якутян. Ледовая переправа Чагда-Томо через реку Алдан допущена к эксплуатации. Также повышена грузоподъемность от 20 до 40 тонн в 5 районах на переправах. На сегодняшний день в регионе функционирует 44 автозимника в 18 районах республики. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа. А важное событие это от того, что многие труднодоступные районы республики зависимы от зимних автозимников, ведь довести продовольствие и многие другие грузы можно лишь зимней дорогой. Представляете, в каких условиях сейчас работают водители дальних поездок? В такой мороз отказывает даже техника, ведь запчасти не приспособлены к эксплуатации в условиях крайнего севера. Поэтому на севере на дорогах среди водителей есть негласный жизненно важный закон – всегда помогать попавшим в беду. Чтобы вы имели представление, про какие условия я рассказываю, хочу показать лайв-съемки одного из представителей дальних поездок. Василий Заболоцкий работает вахтовым методом в Якутии в Аймяконском районе, а этот район по праву считается полюсом холода, самым холодным жилым улусом в мире. Время 4:30. И мы на выезд. Кушать собрано. Ну и как всегда, кто-то в беде. Вот. Чисха надел такие наряды. А здесь доехали вообще температура больше 60. Очень большой минус – это нехватка воздуха, кислорода. При ремонте на таких высотах и при таких температурах. Ну ничего, прорвемся! Ну вот одному братухе помогли уже. Брат, как зовут? Как зовут? Спасибо, братан. Как зовут? Ты друг, откуда сам? С Иркутска. С Иркутска? Всем Большой, братан. что пожелаешь всем? Удачи всем в дороге. Вот, самое главное это удача. Да. А ему хорошего пути. Давай, братан. Поднимемся и вас слышно будет. Ну, у вас же спутник есть. На спутнике батарейки сели, он не бьет. Пока ехали к нашим, встретили еще одного. Стрял на перевале. Наша бригада УХ маленько подкопала, но навряд ли он поднимется. Холодно. Насыпи много. При 60 еще и ветер. Вообще ужасно. Хоть и не наш, но бросать нельзя. Закон дороги, закон севера. Выручай. Вот так вот вытягиваем сами. Якутия! Ну что, братцы, 2 часа на перевале. И результат! Все. Поехал в путь. Северяне в беде людей не бросают. Ура! Поехал! А до второй машины мы добрались только под утро. Произвели ремонт, завели ее. Отдохнули 2 часика, поспали, попили чай. Ну и... Выезд прошел успешно. Обе машины уехали. И с хорошим настроением мы двигаемся домой. И я хочу, чтобы единственная помощь, которая нужна была на дороге, тепла и всего самого-самого хорошего.
Несмотря на морозы, в Якутии по традиции уже начали подготавливаться к крещенским купаниям. Крещенские купания подготовлены в 8 районах. Традиционный обряд будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Места для купания оборудованы в Абыйском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Аймяконском, Вилюйском, Оленёкском и Хангалахском районах. Напомним, крещенские купания в Якутске пройдут с 18 по 20 января на территории Зеленого Луга. В предстоящие выходные температура воздуха опустится на 7 градусов ниже средней. Специалисты советуют в это время особенно тщательно защищаться от мороза, не выходить без крайней надобности на улицу. Наша съемочная группа поинтересовалась у горожан, как они защищаются в самые лютые морозы. Давайте послушаем. Нельзя пить алкоголь, потому что огромное количество людей погибает именно и теряют конечности именно в пьяном состоянии. Вот. Нельзя одеваться легко в морозы. Это логично, да? То есть все это означает, что надо быть в здравом уме, осознанно и быть адекватным в погоде. Обычно я ношу капюшон, шапку. Я не знаю даже, как это называется, манишка. Раньше, когда были маски носила. И вот вместо маски я ее носила. Привыкла, удобно. Вообще помогает капюшон. Я в пуховике зимой хожу, нормально. Я в основном маску надеваю и чтобы шея не замерзла. Лучше на такси, наверное, ездить. Я на машине. Волчья шкура есть такая классная. Я вчера в этом фотографировался в Чичурмуране. Где-то примерно полчаса на улице провел, вообще холодно не было. Теплые штаны, шарф и варежки обязательно. Куртка, просто ватники. Надеваю обычно поверх обычной одежды, и все. Иногда замерзаю, но я особо не гуляю, точнее, я сижу просто в торговых центрах с друзьями, и все. Шапка есть в рюкзаке, если что. Это хорошая мода. Раньше девушки носили такие короткие, с открытыми практически и сейчас у них проблемы, у этого поколения. То есть они не могут родить просто. Все. А сейчас мода пошла такая хорошая, комбинезоны. Да. И красивые, и защищает здоровье. Крещенские морозы ударили уже и в ряде регионов России. Жители Челябинской и Магаданской области также рассказали, как они утепляются в холода. На кадрах, снятых в понедельник и во вторник, люди идут по заснеженным улицам городов. Также видно, как жители Якутии утепляют автомобили в 40-градусный мороз, укрывая их теплосберегающими тентами. В народе такие портативные гаражи называют «Наташа». Дарья Николаевна из Челябинска рассказала, что перед выходом из дома надевает несколько кофт и штанов. Ужас, холодно. На улице сейчас минус 27, ощущается, наверное, как минус 40-50. Там жутко холодно. Спасаемся, надеваем миллионы кофт, миллион штанов. Но это все равно не всегда ветер продувает. Лицо хочется просто спрятать куда-нибудь. Волосы, как видите, тоже покрываются инеем. С транспортом беда, потому что многие автобусы и маршрутки, видимо, не заводятся, поэтому транспорта мало. И такси ждать приходится большое количество времени. В свою очередь, водитель автобуса из Магаданской области Виктор Романов рассказал, что в крепкие морозы дополнительно утепляет машину. Ставили плотный поролон. Передние двери у нас и боковое стекло наклеены вторые стекла. На системе охлаждения добавлены дополнительные моторы, чтобы циркуляция была больше, тосол прогоняла сильнее. И за счет этого в салоне становится очень тепло. А водители больших грузов, чтобы ездить на дальние расстояния, тоже решили утеплить свой транспорт. Ведь на дороге может произойти всякое. И, как говорится, береженого сам Бог бережет. С собой обязательно запас воды, потому что на трассе воды нету, мороз, как говорится. Что вообще по утеплению рассказать-то? Двойная стенка задняя обязательно. Войлок тонкий, либо термофол. Также в ряде регионов страны из-за сильных холодов коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Расход увеличивается около 40 тонн. При морозах сжигаем. Работает, потому что один паровой у нас котел и 2 водогрейных при сильных морозах. Еще дополнительно электрокотельную в помощь помогаем, чтобы нагреть температуру.
А в образовательных учреждениях регионов, где отмечаются низкие температуры, начали отменять школьные занятия. Решение об отмене занятий в образовательных организациях города Челябинска принимается на основании сведений, поступивших от старшего оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы города Челябинска. Эта информация включает в себя сведения о текущей температуре воздуха, о скорости ветра, о тенденциях к изменению метеоусловий. Сегодня, 9 января, в школах города Челябинска отменены занятия для учащихся с 1 по 11 класс, 1 и 2 смен. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Магаданской области сообщили, что в некоторых поселках температура опустилась до минус 50 градусов и рекомендовали местным жителям отказаться от дальних поездок, меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений. Наряду с крещенскими морозами наступает время гаданий. С 13 по 19 января в Якутии традиционно проходит период гаданий под названием Танха. По старым поверьям якутов, именно в этот период завеса между Богом, судьбы и человеческим миром становится настолько тонкой, что люди обретают способность видеть будущее. Считалось, что в этот период из озер и прорубей выходят сюлюкюны, и люди выходили подслушать их разговор, чтобы узнать будущее. Многие якутские гадания считаются опасными и уже не практикуются. В старину во время танхи якуты старались подслушать разговоры сюлюкюнов, чтобы узнать хоть что-то о своей судьбе и судьбе своих близких. Расскажу о нескольких якутских гаданиях. Гадание с канавязью. Человек приделывает к своей обуви импровизированные шпоры из 2 шил, затем выходит из порога юрты спиной вперед и подходит к старой канавязи серге. Заводя руки назад, он крепко обхватывает канавязь и стоит так, пока столб не начнет двигаться. В момент, когда серге начинает биться, гадающий должен удержать его. Если ему это не удалось, то его ждет смерть. А если получилось укротить, то канавязь расскажет о его будущем. Гадание на трехногом столе. Это гадание мог проводить только человек в возрасте, проживший полную жизнь. Берется старинный якутский трехногий стол, сделанный без единого гвоздя, который греют при огне камелька и натирают сливочным маслом. Старейшина просит стол предсказать судьбу собравшихся. Если просьба услышана, то стол начинает передвигаться по балагану. К сожалению, на сегодня не сохранились все подробности гадания, но в народе говорят, что иногда стол настолько быстро бегал, что его было сложно остановить. Гадание на торбаса. Для этого гадания берут один из своих торбасов и ставят его в самый дальний от входа угол балагана. Затем начинают передвигать его на один шаг с опорой то на носок, то на пятку обуви. Если в конце ботинок дойдут до порога пяткой, то значит в этом году загадавший человек умрет, а если носком, то будет жить. Гадание по жилам. В блюдце наливают воду и опускают 2 короткие нитки из жилы. Если они сойдутся, раскручиваясь и приплетутся, то мужчина женится, а женщина выйдет замуж. На сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 17 часов. Всем отличных выходных и до новых встреч в эфире.